Сәлем, достар, сіздермен Ана тілі каналы. Всем салем, с вами канал Ана тілі. Сегодня у нас второй урок, второй класс. Екінші сынып, екінші сабақ. Давайте начнем. Хочу напомнить, что мы занимаемся по этой книге. Қазақ тілі, балапан, екінші сынып оқулық. То есть это буквально книга для второго класса, казахский язык, который рекомендован Министерством образования и науки Республики Казахстан. Сегодня у нас второй урок. Мы сегодня пройдем цифры. Я сделаю на них акцент. Кто не знает, повторим. Кто знает, точнее повторим. Кто не знает, научим. Вот, сегодня у нас начинается заголовок «Мен сегіздемін», то есть «мен» — это «я», «сегіздемін» — «мне 8». Мне 8 лет. Как вы видите тут, «мен сегіздемін», мне 8 лет. «Сен нешедесің», сколько тебе лет. «Сен» — это ты. «Сен нешедесің», сколько тебе лет. Как вы можете заметить, тут есть разница между «н» и «н». Мен сен. Мен сегіздемін, мне 8 лет. Сен нешедесің, сколько тебе лет. Тут также среди новых слов жаңа сөздер, новые слова. Есть такое словосочетание, как жақсы көремін. Я специально его записала. Жақсы көремін у нас переводится как люблю. Но если делать прямой перевод, то есть контекстный перевод — это люблю, жақсы көремін. Прямой перевод — это жақсы, это хороший. Жақсы сумке, хорошая сумка. Жақсы адам, хороший человек, например. А көремін — это вижу. Көремін — вижу. Жақсы көремін — люблю. И в прямом переводе, если вы что-то хорошо видите, вы можете сказать «мен жақсы көремін», я хорошо вижу. И мен, например, сумкені жақсы көремін. Я люблю сумку. Мен өзімнің сумкемді жақсы көремін. Я люблю свою сумку, например. У нас сегодня тыңдалым — это слушание. Тыңдалым. И оқылым — это чтение. Как обычно, наш девиз — это тыңда, қайтала и оқы. То есть слушай, повторяй и читай. Тыңда, қайтала, оқы. Екінші сабақ. Мен сегіздемін. Наш заголовок. Итак, что у нас тут происходит? Мальчики знакомятся. Теперь они знакомятся и говорят, сколько им лет. Кто? Это у нас вроде Андрей был. Андрей говорит: мен сегіздемін, мен екінші сыныпта оқимын, мен спортты жақсы көремін. То есть мне 8 лет, я учусь во 2 классе, и я люблю спорт. Мен сегіздемін, мен екінші сыныпта оқимын, мен спортты жақсы көремін. Девочки у нас тоже знакомятся. Они говорят: мен жетідемін, мен бірінші сыныпта оқимын, мен қуыршақты жақсы көремін. Қуыршақ. Кукла. Қуыршақ — это кукла. То есть она говорит: мне 7 лет, я учусь в 1 классе, я люблю куклу. Определенную. Я люблю эту куклу, например. Мен қуыршақты жақсы көремін. И другая девочка у нас отвечает: мен де жетідемін, мен екінші сыныпта оқимын, мен қонжықты жақсы көремін. Қонжық — это мишка. Қонжық. Сейчас мы с вами разберем разницу между мен и менде. Тут, кстати, я специально еще вставила, то есть и В чем разница? Алты, да, мын. Значит, окончание тоже будет как бы, как это, не мягкое, а твердое. Вот жетідемін мягкое. Алтыдамын, жетідемін, мне 6 и мне 7. Вот, кстати, откуда мы знаем, что это мне 6 и мне 7? Благодаря вот этому окончанию. Алтыдамын, жетідемін. Понимаете? Мен сегіздемін.
Вот благодаря вот этому окончанию мы понимаем, что речь идет о самом человеке, что он говорит о себе. Даже без вот этого, без мен, можно, если говорит, человек говорит сигздемен, он говорит, мне 8 лет. Вот. Next. Куршак. Куршак. Это кукла. Как видите тут. И конжик. Конжик – это мишка. Теперь разница между минде и миндеде. Это на самом деле очень интересно. К сожалению, многие путают, но если вы это поймете один раз, вам будет очень легко. Вот эти 3 вещи, это нужно запомнить, выучить. В общем, получился какой-то ботинок. Давайте лучше кетіріп тастайым, я. Кетіру — это у нас, то есть... Боже мой, как будет кетіру? Удалить. Ну, кетіру, можно сказать, и удалить в этом контексте сейчас. Итак, минде переводится как «и я». Минде. То есть тут именно, смотрите, мен жетідемін, минде жетідемін. Когда кто-то говорит «мне 7 лет», вы говорите «и мне 7 лет». Да? Вот. А если это вместе, минде, то это будет «у меня». Минде қызыл сөмке бар. У меня есть красная сумка. То есть у меня есть красная сумка. И миндеде, и у меня тоже. Или и я тоже. Не только у, но и я тоже может быть. И я тоже. Миндеде. То есть вы можете сказать, например, либо это, либо это. Например, человек говорит, мне 8 лет. Вы говорите, и мне тоже 8 лет. Или и мне тоже 8 лет. Или, например, и мне 8. Но в казахском языке можно его 2 способами сказать. Потому что в русском, насколько я поняла, только один вариант, да? Но если вы знаете другие варианты, можете написать в комментариях. Вот, минде жетідемін. И я как бы 7-летняя. И миндеде жетідемін. Это к цифрам как бы не относится. То есть оба мы не используем. Именно когда о цифрах, о чем-то таком, мы говорим минде жетідемін. И я 7-летняя. А вот миндеде — это когда какая-то вещь у вас есть. Как я сказала, например, минде қызыл сөмке бар. То есть у меня есть красная сумка. Вы можете сказать миндеде қызыл сөмке бар. И у меня тоже есть красная сумка. Все, мои переводы, оказывается, сделаны правильно. Окей. Понятно? Вот прям запомните это себе, куда-то запишите. Вот это вот де отдельно, де вместе, и когда де вместе, и еще де плюс. Вот. Следующая страница у нас тут суретке қара, айт. То есть посмотри на рисунок и скажи, как будет. Мен жетідемін. Мен, какая тут цифра? 8-демін. Жазылым, то есть письмо. Письмо. Мен жетідемін. Менің бір арыстаным бар. Мен жетідемін. Этому, то есть мальчик говорит, что ему 7 лет, и у него есть 1 лев. Менің бір арыстаным бар. Арыстан. Лев. Девочка у нас говорит, мен 8-демін, менің 3 қояным бар. 3 қоян. 3 зайца. Она говорит, мне 8 лет, и у меня есть 3 зайца. Мен 8-демін, менің 3 қояным бар. Следующая девочка, келесі қыз, не айтып жатыр бізде. Что она говорит? Она говорит, мен 6-дамын, менің 2 аюым бар. Мне 6, и у меня есть 2 медвежонка. Но аю — это больше как медведь, а именно вот детеныш медведя — это конжик. Вот. Арыстан, лев, қоян, заяц, аю, медведь.
аю, қоян, арыстан. Итак, тут цифры от 1 до 10. Это у нас то, как пишутся сами цифры. Это у нас как бы окончание именно когда вы говорите про себя. Мен бірдемін, екідемін, үштемін, төрттемін, бестемін, алтыдамын, жетідемін, сегіздемін, тоғыздамын, ондамын. То есть грубые у нас тут только 6, с, 9 и 10. Все остальное через Хотя тут у у нас считается тоже как мягкая буква. Бес, те, мін. Тоже мягкая. Тут енді тут о и он. Ондамын, тоғыздамын, сегіздемін, жетідемін, алтыдамын, бестемін, төрттемін, үштемін, екідемін, бірдемін. Также можно сказать, например, на каком ты этаже живешь. Сен қай қабатта тұрасың. Вы можете сказать, мен бірінші қабатта тұрам. Немесе, где ты именно сейчас, на каком-то этаже вы кого-то ждете, вы можете сказать просто мен бірдемін. Я на первом. Мен бірдемін. То есть в зависимости от контекста. И сколько вам лет, если спрашивают, вы можете сказать мен бірдемін. Мне, то есть год, да? Мен бестемін. Мне 5 лет. И на каком-то этаже, если вы кого-то ждете, то же самое. Я на 5 этаже. Мен бестемін. То есть я на 5. Вот. Следующая страница, следующее задание. Это 3 задание. Смотрите. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Нужно сказать менің қанша қояным бар. То есть сколько у меня есть зайцев. Итак, давайте менің. Сколько тут? 1, 2, 3. Правильно. 1. Менің бір қояным бар. У меня есть 1 заяц. Следующее. Менің 2 қояным бар. Менің 3 қояным бар. Менің 4 қояным бар. Менің 5 қояным бар. Итак, оказалось у вас очень много зайцев, да? Суреттің. Тут мы сейчас разберем само задание. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Поставь нужное слово вместо картинки, прочитай. На самом деле сурет у нас переводится как и картинка, и рисунок. Орнына – это вместо. Вместо орнына. Вместо чего-то. Орнына. Орн. Это буквально как переводится место. Орн – место. Қажет. Қажетті – это нужное, необходимое слово. Сөз – это слово. Сөз. Қажет. Орнына. Сурет. Қой. Кстати, қой – это одно из тех слов, которое имеет 2 значения, 2 перевода. Қой. Бірдемені қой, как тут, например, сөзді қой. Поставь слово, да? Вот поставь слово. И баран. Поставь и баран. Төрттілік мал, то есть животное, вид животного как баран, это переводится как қой. Қой поставь. Еще қой, когда, например, ребенок шумит или, я не знаю, в общем, шумит, не слушается, ему говорят қой. Все. То есть остановись, қой, стемелай. То есть все, не делай так. Все, қой, болды, керек емес, все, не нужно. Вот, в таком контексте мы тоже его используем. Айту. Вот я, кстати, не понимала, как вам перевести слово айт. Тут, конечно, это повелевательное такое специальное в повелевательном тоне. Сделай то, сё. И я поняла, что, скорее всего, ближе по переводу, по смыслу это сказать и говорить. Вот по-разному можно, например, что-то сказать и говорить. Говорить это, скорее всего, больше подходит сөйлеу, а сказать это айту. То есть брюге бірдеме айттым. Кому-то что-то сказал.
Біреумен сөйлестім, с кем-то поговорил, понимаете? Вот, как-то так. Следующее. Та же страница, но уже 4 и 5 задание. Тілдесім. Честно говоря, первый раз это слово слышу, и в жизни мы его, не используем. Не знаю, я не слышала, чтобы использовали, но я посмотрела и поискала переводы, и примерно переводится как беседа. Я думаю, даже, диалог, да? Окей. Тут написано төртінші тапсырма, 4 задание, достарыңмен сөйлесіңдер. Тут как бы немного ошибочка, как по мне, потому что вот окончание, видите, мен, а тут дер. Вот это дер окончание, это во множественном числе, а достарыңмен, это когда мы говорим сен достарыңмен сөйлес. И вот этого не должно быть. Сөйлес. Без даже. Вот это. Сен достарыңмен сөйлес. Ты поговори с друзьями. А вот если мы хотим сөйлесіңдер, как тут с окончанием, то есть, да, тогда это будет по-другому. Достарыңмен сөйлесіңдер. Достарыңмен сөйлесіңдер. Поговорите с друзьями. На русском, вот когда переводишь, разницы не видно. Но вот я интуитивно чувствую, что тут что-то не так. Достарыңмен. Достарларыңмен. Вот, достарыңмен сөйлесіңдер. Достарыңмен сөйлесіңдер. Окей, оставим как есть. Я в следующих уроках посмотрю, это правильно или неправильно. Но как будто, если это правильно, то запомните, что, несмотря на вот это окончание, например, даже если это окончание на мен, это не только когда про, то есть мен жеті деймін, то есть про меня, когда я говорю я, и то все. А когда еще, например, ты, вот именно со своими друзьями, с кем, да, достарыңмен, достарын, вот это вот без мен, это твои друзья, как бы достарын, сенің достарын, твои друзья. Сөйлесіңдер, поговорите со своими друзьями, да? Следующее, 5-ші тапсырма, 5 задание. Шеңбер жасап тұрыңдар, оң және сол жағындағы баладан неше жаста екенін сұрап диалог құрыңдар. Шеңбер. Это круг. То есть встаньте по кругу. Шеңбер жасап тұрыңдар. Жасау это буквально делать. Тұрыңдар это стоять. То есть встаньте, делая круг. Встаньте по кругу. Шеңбер жасап тұрыңдар. Оң это правая сторона. Сол это левая. Оң сол. Оң пишется с н. Шеңбер тоже с н. Вот, не путайте. Кстати, вот слово сол. Оң және сол это правое и левое, а еще сол. Если мы о немного, как бы сказать, дольше говорим, вот шамамен, надо интонациями, то есть примерно с такой интонацией. Сол, солай, сол. Вот это когда, знаете, по телефону с кем-то разговариваете или там даже перепечатываетесь, что за слово, переписываетесь, вы можете вот, когда уже все, нечего говорить, вы такие сол, солай, типа, так, в общем, да, что-то как-то так переводится, точнее не переводится, это я попыталась перевести просто, и я его добавила, потому что тут как бы у нас он и сол есть, и чтобы вы знали, что в других контекстах еще можно вот так его использовать. Сол, солай, то есть я сол, в общем, сол, я сол, например, я сол, да, в общем, как-то так, да, вот так. Это когда уже не знаете, что говорить, уже темы закончились, все обсудили. Вот. Он және сол жағында, на правой и на левой стороне. И очень важно, тут написано жағындағы, вот это вот жағындағы. Вот благодаря жағындағы мы понимаем, что подразумевается сенің он және сол жағындағы. Потому что я не могу сказать менің он және сол жағындағы. Если будет, например, менің, то будет он және сол жағымдағы. Сенің жағындағы. Вот благодаря, то есть окончанию мы знаем, какое место имение применять. И тогда уже будет на твоей правой и левой стороне, а не просто на левой и правой. Вот.
На этом все. Второй урок закончился. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Это мое сердце, которое вы можете мне тоже поставить. Пишите в комментариях, понравился ли вам урок, что добавить, что сделать. Вот, подписывайтесь в Телеграм, все материалы туда скину обязательно. И удачи в изучении казахского, достар. Сәттілік. Барлықтарыңызға назарларыңыз үшін рахмет. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.